Если дьяволы сковываются, то как люди совершают грехи? Чтобы люди вникли, нам нужно понять. Когда дьяволов сковывают, это не означает, что их умерщвляют, что их убивают. Они присутствуют, но они скованные. Их не убивают. В них есть сила, но она слабая. Для лучшего понимания я приведу вам пример. Когда есть лев или тигр, и они свободны, высоки шансы, что они могут вас убить. Ваша жизнь может быть в опасности. Но в тот момент, когда этого льва или тигра сковывают, вы в безопасности. Вы в безопасности до тех пор, пока вы придерживаетесь безопасного расстояния. После того, как тигр был скован, если вы приблизитесь к нему, то возрастают шансы, что вы будете убиты. И так до тех пор, пока вы держите дистанцию с тигром, который скован, вы в безопасности. То же самое и в месяц Рамадан. Если вы придерживаетесь безопасного расстояния от шайтана, вы в безопасности. Если вы читали Коран, Аллах говорит в Коране в суре Корова, в аяте 168, «Не следуйте по стопам сатаны». Воистину, он для вас явный враг. Во многих местах Корана Аллах Пречистого Всевышний говорит, «Не следуйте по стопам сатаны». Аллах не говорит «опасайтесь сатаны», потому что нормальный мусульманин, среднестатистический мусульманин, который имеет более или менее средний иман, когда он увидит сатану перед собой, он будет его опасаться. К примеру, представьте молодую девушку, среднестатистическую мусульманку и молодого парня, который имеет средний иман. Если молодая девушка скажет ему, «Давай проведем эту ночь вместе», такой мусульманин ответит, «Провести ночь вместе с девушкой? Это харам, это зина». Он тут же возразит. Но если та же самая девушка позвонит молодому парню и заговорит с ним по телефону, парень скажет, «Поговорить с девушкой по телефону? В этом нет проблем». Итак, он поговорит с ней пару раз по телефону. Или пару минут по телефону. Позже девушка скажет, «Давай пойдем перекусим в Макдональдс или в KFC». Перекусить несколько минут или с полчаса с девушкой в Макдональдс? Нет проблем. Итак, он идет кушать с девушкой в Макдональдсе. Позже девушка говорит, «Почему бы нам не поужинать в ресторане?» Поужинать с девушкой в ресторане? Пару часов? Нет проблем. Затем девушка говорит, «Почему бы нам не провести ночь вместе?» Затем парень говорит, «Провести с девушкой ночь вместе? Нет проблем». Итак, это и есть по стопам сатаны. Это не упомянуто в Коране. Это мой пример. Итак, Аллах предупреждает нас, не следуйте по стопам сатаны, по стопам шайтана. Если сатана предстанет непосредственно перед среднестатистическим мусульманином, который имеет иман, он воздержится, он убежит от него. Но по стопам сатаны — это вещь очень опасная. Итак, что мы должны понять, когда дьяволы скованные? Значит, его влияние ограничено. То есть большинству грехов наложен запрет. Но если вы приблизитесь к нему, то шансы, что вы совершите грех или будете настигнуты сатаной, сильно возрастают. Чего мы должны опасаться в месяц Рамадан? В месяц Рамадан, если вы будете держать дистанцию, то шансов, что вы совершите грех, мало. Но если вы приблизитесь к сатане, даже тогда, когда он скован, то тот тигр, что гулял когда-то и был скован, дьявол — это и есть тигр. Это мое понимание. И под словами нашего любимого пророка «дьяволы сковываются», понимается, что они все еще двигаются, но на ограниченном расстоянии. Итак, если мы будем держать дистанцию, мы будем в безопасности. И вторая причина, по моему мнению, что в месяц Рамадан, хоть дьяволы и скованные, у нас неправильное понимание, что в остальные 11 месяцев, когда они свободны. Влияние, которое дьявол оказывает на человека в эти 11 месяцев, что он оставляет это влияние во время Рамадана. Чтобы вы лучше меня поняли, я приведу вам пример. Есть торговцы наркотиками, которые стараются заполучить клиентов, молодежь из колледжей и университетов. Что они делают сначала? Они дают наркотики просто так. Соблазняют молодежь, чтобы те попробовали наркотики. После, по истечению некоторого времени, они начинают брать обычную сумму за этот наркотик. Чуть позже они начинают заламывать цену. Но к тому времени молодежь уже подсаживается на наркоту.
Даже если нет торговца наркотой, они пытаются найти драг-дилера. Они выходят из себя, чтобы найти их и получить наркотики. И многие из них, даже если наркоторговец или драг-дилер в тюрьме по закону, они идут и находят кого-то, чтобы затем отправиться в магазин, купить мандрагору или что бы то ни было. Вот настолько они подсаживаются на это. И так эти люди становятся зависимыми от наркотиков. Или, другими словами, становятся зависимыми от сатаны. Даже если сатана находится в заточении, эффект все еще присутствует. Как мы это понимаем с торговцами наркотиков, наркоторговцами. Даже после их заключения, как наркоман привыкает к наркоте, так и мы, люди, привыкаем к грехам. Даже если сатана заточен, мы продолжаем совершать эти ошибки. Но это в основном такие люди, кто стал зависим, попал в эту категорию. Те, кто совершают малые грехи, попали в эту категорию. А нормальный мусульманин, среднестатистический мусульманин, который не стал зависим, для него очень легко сторониться греха.